Я приветствую в Минской студии «Радио Свобода» второго президента независимого Кыргызстана Курманбека Бакиева. Добрый день. Добрый день. И в первую очередь я хочу поблагодарить вас за то, что согласились прийти, за то, что согласились дать интервью не только белорусской редакции, но и многим службам «Радио Свобода». Коллеги кыргызской службы ждут ваших ответов и очень надеются на них. И также я хочу отметить, что вы редко даете интервью, и практически год у меня ушел на то, чтобы договориться. А почему сейчас согласились? Вы правы. Я вообще, даже когда работал премьер-министром, уж не говоря президентом, старался меньше давать. Не люблю, откровенно говоря. Просто, считаю это не очень. Я человек тот, который больше любит заниматься делом, чем говорить. Есть люди, которые говорят много, делают мало. Я отношусь к другой категории. Кто меньше говорит, но больше делает. Поэтому, наверное. А сейчас, время, наверное, подошло, потому что много событий происходит и в Кыргызстане, и вообще в мире. Мир очень динамичный такой, интересный. Поэтому совсем закрываться, я считаю, неправильно. Поэтому согласился с вами на это интервью. Спасибо большое. Но вы уже в Беларуси 7 лет. Как вы сами говорите, я люблю больше делать дело, чем говорить. Чем занимается господин президент в Беларуси? Вот чем занят ваш день? Сегодня, например, до интервью. У меня каждый день начинается со спорта. Каждый день, кроме субботы и воскресенья. Иногда и субботу. То есть 5-6 раз в неделю с утра, час 20 у меня спорт. Дети уходят в школу. Куда-то ездите или дома? Нет, дома. Дома. А на каких тренажерах? Беговая дорожка. Есть у меня тренажер, который позвоночник растягивает. Это я еще из Германии попросил, привез. Комплекс упражнений для спины, для поясницы. Чтобы держать себя в хорошей форме и не жаловаться, как говорится, на эти дела. С утра всегда этим делом. А вообще-то день у меня проходит, понимаете, люди, которые больше своей жизни занимались, активный образ жизни вели, они, видимо, и потом, когда уже пенсионного возраста достигают, они не могут остановиться, это уже у них как привычка. Например, занятия с детьми, занятия с внуками. Я уже говорил, спорт, немного работаю, охота, рыбалка. А какая работа у вас? Работа такая, я бы не стал сейчас комментировать. Почему? Потому что не хочу превращать это в какую-то политическую историю, вокруг которой начнутся разные сплетни, слухи. Скрывать-то мне, в общем-то, нечего. Я думаю, что эта работа такая в качестве консультанта, используют меня здесь, мои партнеры бывшие где-то там. Вот такая работа. Поэтому я не сильно загружен работой, больше занимаюсь детьми, внуками, собой. Раньше некогда было, сейчас занимаюсь собой. А кто с вами сейчас, с вашей семьи? Чем занята? Ваша жена, ваши дети, сколько им уже лет? Старшие, вы в курсе, они уже давно, у них уже по двое, по трое детей, а младшая у меня в 10 классе учится, дочь здесь в гимназии, младший сын в 6 классе. Учатся они очень хорошо, отлично, я бы даже сказал. К примеру, к слову будет сказано, дочка старшая, 10-классница, недавно была олимпиада по английскому. Она заняла 1 место в районе и 2 место в республике на английском. Она очень, и он, и сын, кстати говоря, особенно дочь, 3 языка, английский, русский, белорусскую мову, самые высокие оценки, 9-10. Я горжусь, что они у меня так учатся хорошо, и поведение, надо сказать, неплохое. Жена работает, то есть они в 8 утра уже дома никого нет. Расскажите про работу жены, пожалуйста. Она работает в гостинице «Минск» директором. Раньше она работала в гостинице на Замковой директором 2 года. До этого, когда жили в Кыргызстане, она вообще банковский работник. Она начинала экономистом, в различных банках работала. То есть она неплохо знает финансы, неплохо знает банковский сектор, неплохо ориентируется в рыночных экономике.
И гостиничный и ресторанный бизнес, вот, это уже не бизнес, это госструктура у нее достаточно успешно идет, дай бог не сглазить. Так это даже, может, она кормилец себе сейчас получается? Ну, я это не отрицаю. Я ей говорю, что на зарплату, говорю, твою, да, Комаровка несколько раз, Корона несколько раз, то есть продукты полностью с ее карточки. Это так на самом деле. А скажите, пожалуйста, а друзья у вас в Беларуси появились? Я человек вообще-то общительный. Конечно, 6-7 лет жить и как не заводить друзей. Есть у меня друзья, друзья разного возраста, разных профессий, разного уровня. Интересные у меня друзья, и мне с ними интересно общаться, я с удовольствием Имена общаюсь. не могли бы вы назвать? Имена не хотел бы называть, потому что, ну, опять-таки, эту политическую окраску сейчас скажут. Ну, я не хочу сказать, что значит, с правительства там особо я ни с кем не дружу. Ну, Александр Григорьевич, это все знают, что, да, мы друзья. Остальные, ну, разные люди, разные уровни. Есть из бизнес-структур, есть госструктур. Есть просто егеря, охотники, повара, вот такой, разные люди, совершенно разных сфер деятельности, будем так говорить. Вы только что сказали, что вы друзья с президентом Беларуси. Несколько лет назад я записывала интервью с первым президентом Кыргызстана Аскаром Акаевым в Москве. И он тогда говорил о том, что Москва, Россия – это его вторая родина. И когда он вынужден был уехать из страны, он сознательно выбрал Россию. И он тогда же сказал, я процитирую, что с его точки зрения и у вас, и у президента Беларуси схожие взгляды на власть, что вы с Александром Лукашенко люди близкие по духу, у вас одинаковые взгляды в политике и одинаковое отношение к власти. И поэтому, наверное, закономерно, что Курманбек Бакиев оказался именно в Беларуси. Вот так сказал Аскар Акаев. Скажите, почему именно Беларусь вы выбрали, и вы согласились бы с этой оценкой первого президента Кыргызстана? Вы знаете, я думаю, что такая оценка, она не совсем уместна. Если следовать логике Акаева, получается, что он близок к Путину по духу и стилю. Но я, как человек, который хорошо знает Акаева и неплохо знаю Путина, могу сказать, что это далеко не так. Да, мы с Александром Григорьевичем похожи, в чем-то мы не похожи, ну, как все нормальные люди, большинство людей. Но одну фразу я сейчас вспомнил, вот вы мне задали. В Беларуси я бывал еще, когда премьер-министром был, приезжал сюда. А когда стал президентом, при первой нашей встрече Александр Григорьевич буквально следующие слова сказал. Курманбек говорит, я вырос от сахи, а ты вырос от станка. Вот в этом мы похожи. То есть он рос с рядового труженика села, я же рос как с рядового, ну, с рабочего класса начинал. Вот в этом похожи. Ну, естественно, мы же живые люди, в чем-то мы не похожи, это нормально, я считаю. Но вот так давать оценку, мне кажется, не совсем правильно. А изменилось ли отношение к Аскару Акаеву у вас после 2010 года? Поддерживаете ли вы какие-нибудь контакты с ним? Нет, контакты мы не поддерживаем. Отношений у меня к нему не было никогда какого-то такого специфического отношения. Он был президентом. Я работал на разных должностях. Я работал руководителем отдаленного горного района. Я работал губернатором двух самых крупных областей в Кыргызстане, на юге и на севере. Работал премьер-министром. Дважды избирался в парламент. То есть у нас были рабочие отношения, нормальные рабочие отношения. Он президент, я подчиненный. И я никогда не считал его там врагом. Я в данном случае имела в виду то, что в результате тюльпановой революции он был вынужден покинуть страну. И вы также были вынуждены уже через некоторое время тоже покинуть страну при разных обстоятельствах. Но тем не менее вот это тут похожий мотив есть. Вот как к президенту-изгнаннику. У вас изменилось к нему отношение? Нет, вы понимаете, он 15 лет почти поработал. Я вам хочу сказать, много очень сделал для страны. То есть в переходе в рыночные условия,
Кыргызстан один из немногих стран Центральной Азии, который перешел на свою национальную валюту, ввел и так далее, и так далее. Много демократических преобразований. Заслуга какая, его нельзя отрицать. Вот. Очень хорошие шли реформы, ну, хотя реформы всегда идут, безболезненно не проходят. Я бы сказал, особенно неудачно прошла реформа в аграрном секторе, в отличие от Беларуси. Там разбомбили все колхозы, совхозы, что в 95-х, 96-х годах люди были на грани голода. Вот это была, конечно, большая ошибка. А так, в целом, до 97-98 года я считаю, что эффективно работало. Ну, жизнь есть жизнь, без ошибок, от ошибок никто не застрахован. Были всякие ошибки, о которых не хотел бы говорить. Вот. А отношение у меня к нему, я же говорю, не изменилось. Я как относился к нему уважительно, так и отношусь. Вот я читала интервью Розы Атунбаевой уже после вашего отъезда с Кыргызстана. Она говорила о том, что решение о том, что вы выедете из страны, что вы приедете в Беларусь, правдоподобно принималось руководством Казахстана, России и Америки. И дальше уже обратились к президенту Беларуси с просьбой вот предоставить вам политическое убежище. Так ли это? Вы знаете, мне кажется, она права в том плане, что когда у нас случился госпереворот, вооруженный государственный переворот в 2010 году, в апреле в Кыргызстане, да, я слышал, ну я сам от Обамы не слышал, но я слышал о том, что он якобы попросил и президента Казахстана, президента России в то время, Медведев, по-моему, был, чтобы, ну, подумали о моей безопасности, о безопасности членов моей семьи. Вроде бы такой разговор был. Вот. Но почему я покинул Беларусь, Кыргызстан, я в книге как раз об этом, там тоже есть, по-моему. После захвата Белого дома я 9 дней находился на юге. И в один из дней мне звонил Путин и сказал, что, Курумбек Салиевич, было бы целесообразно, что вам надо покинуть страну. Потому что если начнется региональный конфликт, то все повесит на вас, ну, со всеми вытекающими последствиями. А, видимо, дело к этому шло. Там начали собираться определенные группы людей на юге. Ну, недовольных было много. Вот. А после этого был звонок Александра Григорьевича. Он так еще в шутку, я эту голос его знаю, мне трубку дали, говорит, Лукашенко звонит. Я беру его буквально первые слова. Курманбек, ты еще живой? Я говорю, живой, слава Богу, говорю, Александр Григорьевич. Второй вопрос был у него. А ты комаров не сильно боишься? Я думаю, что он шутит, мне тут не до шуток. При чем тут комары? И в какой ситуации я нахожусь? Я говорю, да нет, я же долго жил на Волге, говорю, в России, там комаров, слава Богу, тоже. Он потом говорит, а как ты смотришь, если я тебя заберу? Ну, я, в принципе говоря, сразу согласился. Потому что нет языкового барьера. Я говорю, в качестве премьер-министра приезжал в Белоруссию. Ну, я слышал о Беларуси много, что это промышленно развитая страна. Кстати говоря, когда я еще работал в Куйбышеве на заводе ЗИМ, на вычислительном центре, я как раз работал на ЭВМ Минск-22, Минск-32, продукции Беларуси. Я поэтому сразу согласился, принял это предложение и переехал. Как отблагодарили президента Беларуси? Как я мог его благодарить? Прежде всего, я благодарен, что ситуация не усугубилась. Если бы я не уехал, то, наверное, ситуация усугубилась бы в Кыргызстане. Это первое. Второе, семья моя была благодарна, все. Что особенно дети. Ведь когда вооруженный захват власти произошел в Бишкеке, эти, кто с оружием были, они же кричали, искали, говорят, у него есть, говорит, жена тут, и дочка, и сын есть, надо их найти. Но кто так мог? Только бандиты такое могли позволить себе, которые себя считали революционерами. Вот, поэтому, что семью сохранил всех, я ему за это благодарен, и все члены моей семьи благодарны. Иногда видимся, редко, правда, но видимся, и больше мы разговариваем именно. У нас разговоры на семейные, житейские темы, о политике практически не говорим. Потому что я знаю, как он устает, и редкие встречи, которые у меня с ним бывают еще, я его буду политикой забивать. И я сам не хочу разговаривать на эту тему, и он
не говорит. Ну, белорусское государство какую сейчас поддержку, помощь вам оказывает? Или вы полностью как бы сами... Нет, зачем? Мы живем, за все услуги платим, как положено. Нам выделен участок земли 15 соток в черте города. А где, в каком районе? Недалеко от Минск-арены. Вот. Мы В Дроздах там в этом поселке, да? Нет, сюда. Дрозды вправо, это в левую сторону, недалеко от Минск-арены. Вот. Там уже 5 лет строим дом, но я надеюсь... еще не живете? Нет. В этом году, вот, наверное, весной, я думаю, закончим, переедем. А где живете сейчас? А сейчас в Дроздах живем в резиденции, платим все услуги, как положено, за жилье, за воду, за свет, за коммунальные услуги все. Мы на шее у государства Беларуси не сидим. И за тунеядство тоже не платит, супруга работает. Ну вот в СМИ появлялась информация, что вы вкладывали деньги в какие-то проекты сельскохозяйственные в Беларуси. Насколько эта информация соответствует действительности? Вы знаете, как говорится, слухи тоже не рождаются просто так. На сегодняшний день я никуда, ни в какую компанию деньги не вкладывал. Как только эта информация просочилась, кыргызстанцы уже проверяли там, прокуратура или кто, я не знаю, хотя какое им дело, что, где, чем я занимаюсь. Вы же уже и гражданин Беларуси? Давно, да. Но они проверили, убедились, что меня там нет. То есть они уже проверяли. На сегодняшний день действительно я ни в какую компанию никакие средства не вкладывал и пока не собираюсь. Возможно, в будущем посмотрим, время покажет, а пока нет. Господин президент, как вы считаете, какая основная разница между 3 президентами, которые сейчас вынуждены находиться в политической эмиграции, в изгнании, можно сказать, вами, Оскаром Акаевым и Виктором Януковичем? Я не хотел бы ничего говорить про Януковича Виктора. Дело в том, что мы с ним не встречались, не общались, я его не знаю. И не зная человека, говорить о нем, это было бы, наверное, не совсем справедливо. А что касается Акаева и меня, он прежде всего ученый, потом политик, пришел в политику. Я же наоборот, я производственник, а потом пришел в политику. Я не думал, что политикой буду заниматься. Вот принципиальная, наверное, разница в этом. А так, скорее всего, больше общего. Давайте вы начали говорить про 2010 год, про то, что произошло. Вот если вернуться и вспомнить те события, что можно было бы сделать, даже давайте еще не с 2010, а с 2005 года начнем, когда вы стали президентом. История, вы в своей книге пишете, не имеет сослагательного наклонения, но вот сейчас вернувшись, что можно было сделать по-другому? В 2005? Вначале в 2005, потом в 2010. Вы понимаете, в 2005 после ее так и назвали же, приняли потом закон, что признали ее революцией 24 марта 2005 года. Наверное, я и вся моя команда, мы целиком налегли на экономику. То есть надо было страну в правовое поле, не выходить из правового поля. И все занялись экономикой, производством и туда удались. Я, как президент и главнокомандующий, немножко упустил спецслужбы, правоохранительные органы. То есть мы занимались их материальным обеспечением, все как могли. Но больше внимания все-таки уделял я экономике и производству. Я не помню сейчас кому, но, по-моему, это государственные деятели, принадлежат такие слова, что страна, которая не имеет разведку, она слепа, а страна, которая не имеет контрразведку, она обречена. Это я убедился вот в 2010-м, в этом. То есть я бы... не имели, получается, контрразведки, да? То есть я бы немного, наверное, изменил, немного. Но вот отношение мое было такое, раз есть соответствующие руководители в министерствах, там, службы безопасности, национальной безопасности, МВД, армия, должны заниматься своими делами, что я буду без конца там. Больше, мне, например, было больше по душе заниматься экономикой и производством, улучшать жизнь людей, нежели вот этой структурой. Вот это была с моей стороны
Я считаю, что это была ошибка. О чем вы сожалеете, вот, если мы будем говорить о событиях 2010 года? Больше всего сожалеете? 2010 года? Понимаете, я сожалею о том, прежде всего, что мы не знали, что готовится вооруженный государственный переворот. Чтобы понять это, с 2005, когда только я стал президентом, и до 2007, кто-то из политиков у нас там посчитал, в Кыргызстане произошло больше 1500 митингов за 2 года. То есть мы не давали, там, не душили, не прессовали, пусть кричат там, выходят, кричали, ой, ну, столько митингов, сами понимаете. Вот. Больше занимались, еще раз хочу сказать, и обращали на них внимание. Вот. Больше занимались производством, экономикой. А вот эту структуру, именно спецслужбы, я не уделял достаточного внимания, а надо было. То есть в 2010 году ее нельзя назвать революцией. Объясняю, почему. В 2005 революция, а в 2010 нет. В 2005 году все регионы Кыргызстана поднялись. То есть все области поднялись. Почему? Народ был недоволен фальсификацией парламентских выборов. Поэтому все области поднялись. А в 2010 году около 2000 хорошо вооруженных людей около Белого дома стреляли с автоматов, с пулеметов, с гранатометов, даже БТР откуда-то пригнали из крупнокалиберного пулемета, с БТР стреляли по Белому дому. Вот это в 2010 году было. Это не назовешь революцией. Хотя все говорят 7 апреля, но события-то начали 6 апреля, когда в Таласе захватили губернатора в заложники. Я 7 апреля с ним разговариваю утром, с губернатором Таласской области. Он говорит, меня взяли в заложники. Я говорю, что тебя избивают и что-то? Нет. Ну, агрессивно очень настроенные люди. Потом они пошли в этом же Таласе, захватили здание УВД, издевались над сотрудниками милиции, министра внутренних дел чуть до смерти не избили. Это было 6 апреля. Захватили оружие, а потом 7 уже пришли к Белому дому. И, кстати говоря, 7 апреля первые жертвы были среди сотрудников милиции. Когда, вот я как раз спрашивала, о чем вы сожалеете. Да, вот много людей, много людей конечно, погибло, сожалеете? Да, вот об этом я сожалею. Потому что ведь именно они это дело допустили. Когда кинули гранату в курсантов, безоружных курсантов, которые вышли охранять общественный порядок. Кинули в них гранату. Первые погибшие были среди сотрудников милиции. То есть я сожалею о том, что пролилась кровь. Вот. А хотя они все это дело повесили на меня, вот я, пользуясь случаем, хочу передать вам вот эту книжку «7 апреля и кровавые июньские события 2010 года» глазами журналиста. Вот ваш коллега писал, я когда ее прочитал, откровенно говоря, многие вещи для меня было новостью. Ведь и потом, ведь всех этих погибших повесили на мою шею, что вот я их расстрелял, я дал команду там, и все, кто там были. Но нападали-то они в Белый дом с оружием в руках. Вы, как президент, получается, не имели власти, чтобы... А что я мог сделать? Предотвратить это, каким-то образом остановить? А как? Выйти к ним, если они уже по моим стеклам стреляли из оружия? Если бы я вышел, меня бы там на месте расстреляли. И потом, когда погибших людей делали экспертизу, вернее, делали экспертизу оружия, кто охранял Белый дом, там сотрудники МВД, службы национальной безопасности и так далее. Ведь экспертиза не подтвердила, ни из одного стрелкового оружия, кто охранял Белый дом, вот эти погибшие не были убиты. Они были убиты или с дробовика, или с мелкокалиберной винтовки, или колотые раны всякие. То есть этим оружием не оснащаются правоохранители. То есть много было мародерства. Люди грабили маркеты, супермаркеты, магазины. Там охрана их убивала, все эти трупы привозили к Белому дому и складывали, а потом все повесили на Бакиева и его команду. Вот об этом я сожалею, что я не смог это предотвратить. И не мог практически. А они-то по событиям 7 апреля привлекают к ответственности людей. За что? Эти сотрудники службы безопасности президента, правоохранительных, они выполняли свой долг. Они обязаны были охранять не только президента, там был и премьер-министр, там были сотрудники администрации президента, сотрудники аппарата правительства. Их тоже надо было защищать.
Вот на вас в Кыргызстане заведено, на вашего брата, на членов вашей семьи заведено много уголовных дел, прошло много судов, есть заочные приговоры. А вот недавно прошел последний суд, и вас, вашего брата Жаныша, группа чиновников вашего правительства обвинили в незаконной продаже 262 гектаров земли в пригороде Бишкека. И по этому делу вы с братом приговорены к 18 годам лишения свободы в Кыргызстане. Мои коллеги с кыргызской службы очень хотели бы услышать ваш ответ. Знали ли вы об этой сделке по продаже сельскохозяйственных угодий в личную собственность для постройки домов на них? Вы знаете, вот было бы правильно, если бы вы меня спросили, а знали ли вообще об этом судебном процессе? Знали? А вы откуда узнали? Вот что был такой суд? Вы откуда узнали? Это в данном случае коллеги с кыргызской службы. СМИ. Я тоже. Но иногда в СМИ бывают не совсем правильные вещи бывают, пишут. Я узнал об этом именно через СМИ. Вы понимаете? Обычно как? Любой гражданин, как он узнает, что у правоохранительных органов к нему есть какие-то вопросы? Ему пишут повестку, наверное, да? Просим вас прийти в такой-то райотдел милиции или в прокуратуру. Приходит, ему говорят: дорогой товарищ, к вам вот такие-то претензии. Вы нарушили то. В данном случае мне никто никаких... А вам вот за все эти годы повестки приходили на ваш белорусский адрес? Ни одной. Не то что повестки, даже никто со мной не пытался связаться. Никто не пытался со мной связаться ни по одному уголовному делу. Я о них узнал только тогда, когда уже в Лондоне процесс пошел. Судебный процесс в Лондоне пошел в качестве свидетеля, и меня привлекли. Только тогда я узнал, что на меня столько куча дел. Потому что я думал, мало ли что они там заводят. За это время ни один раз никто из кыргызской власти не попытался со мной связаться и предъявить мне конкретное обвинение по тому или по тому случаю. Ни одному случаю. А когда суд в Лондоне был, меня нашли. Я ходил в суд, и сын мой ходил здесь старший, мы дали объяснения свои, все вопросы были сняты. И, кстати говоря, не один уже, а несколько судов. В какой суд вы ходили? Здесь, в лондонский суд. Мы по видеосвязи. По видеосвязи. Я отвечал на все вопросы около 4 часов. Так если будет официальное приглашение с кыргызского суда, вы тоже по видеосвязи? Я буду только рад. Я был бы только рад. Но они не то, что не пытаются, они даже... Они пытались, к нашей генеральной прокуратуре было обращение о вашей экстрадиции. Вот таким образом пытаются действовать кыргызские власти, насколько я понимаю. Ну и что? Белорусские власти сказали нет, и совершенно справедливо, я считаю. Почему нет? Потому что сегодня в Кыргызстане нету справедливого суда. Ответ очень простой. А был справедливый суд? Я могу сказать, что когда-то в каких-то фактах, наверное, был и справедливый суд. Это еще и человеческий фактор есть. Иногда бывает на первой инстанции неправильное решение принимают, иногда судьи бывает ошибаются, неправильное решение принимают, осуждают. Это и в Европе, и в Америке таких примеров немало, когда осуждали на 10-15 лет, потом говорили: извини, оказывается, тебя неправильно осудили. Где их не бывает? Бывает. Но в данном случае ни по одному уголовному делу, ни по одному судебному процессу со мной никто не связывался с Кыргызстаном и даже не пытался хотя бы услышать мой ответ. И вы бы согласились, если бы... Почему нет? Я же не скрываюсь от них. А какая ваша позиция в отношении всех этих судов, которые проходят? Поскольку белорусские власти вас не выдают, вы просто игнорируете, или вы хотели бы, как в случае суда с Лондоном, все-таки каким-то образом свою позицию в суде, в каком-либо другом суде доказать? Я не могу игнорировать, я их не игнорирую. Вот пример, суд в Лондоне когда был, когда меня привлекли в качестве свидетеля, старшего сына моего, по иску господина Шона Дейли. Якобы мы на него покушение готовили. Это дело в кыргызском суде заочно приговорили меня. Меня, сына моего брата, да, я даже не знаю, я не считаю, сколько дали, по каким делам, потому что это все из пальца высосаны дела. Меня, сына моего старшего, Максим, брата Джаныши, всех. Вы понимаете, в чем здесь трагедия, беда в чем? Они этот суд, кыргызы, осудили уголовным делом. С этими же судебным решением, с этими же людьми, с этими же доказательствами они не смогли доказать
в гражданском деле в Лондоне. А, как известно, требования доказательств в гражданском процессе, они более низкие, чем в уголовном. Вот в уголовном они доказали якобы, что мы виноваты, а в гражданском в Лондоне не смогли доказать. С теми же людьми, с теми же документами. Почему? Это один случай, когда провалился их решение. Второй случай, когда против сына, который в Лондоне находится, еще одно дело, якобы он разворовал деньги социального фонда, деньги фонда развития, разворовал эти деньги, якобы правительство Кыргызстана предъявило иск к нему. А потом, через некоторое время, когда дело стало доходить до суда, быстренько отозвали свой иск. Почему? Почему, если кыргызское правительство сегодня уверено, что он разворовал их деньги, или я в чем-то, почему они там тогда не хотят судиться? Высокий суд Лондона вынес свое решение. И по второму делу. То есть там их решение разваливается, а они новые какие-то дела открывают и клепают. Как говорится, меня женили без меня. Осуждают, я даже не обращаю внимания на их решения, их судов. Что касается вашей собственности, которая осталась в Кыргызстане, что с ней теперь? Вот есть информация тех же средств массовой информации, что она была национализирована, а сейчас просто ее забрали высокие чиновники себе, в том числе и окружение нынешнего президента. Какая национализация? Что с вашей собственностью? Да. Как вы, насколько она велика была? Во-первых, я еще, будучи премьер-министром, обязан был декларировать свою собственность. И будучи президентом, я ежегодно декларировал свою собственность. Это можно поднять и посмотреть. И какие это вот были, какая была ваша собственность, какие-то я были вам цифры? скажу, цифры я сейчас не помню, но я вам скажу, что не какие-то заоблачные. Да, я писал, у меня есть, например, скот на такое-то количество суммы денег. У меня есть там автомобиль, у меня есть там дом. И так далее, и так далее. То есть это все декларации есть, они могут их поднять. Это я сейчас на память. Вашей семьи, ваших близких. Теперь, что касается собственности моей семьи и моих близких. Мои дети жили в одном дворе, 2 небольших домика. Именно 2 небольших домика. Не такие хоромы, как там по 2-3 этажа вверх и 1 этаж вниз. Домики такие. На первом этаже зал, кухня, отдельная комната, и на втором этаже 2 спальни. Под мансардой, не этаж, а под крышей. Вот таких 2 домика было у моих. Теперь, что касается собственности моих близких, детей. Вы понимаете, они взрослые люди, у них свои семьи, живут отдельно. Я могу знать, что вот у него есть машина, там дом, еще что-то есть. Но я же не могу знать, что он еще где-то что-то приобрел. Они самостоятельные люди. Мой самый младший брат, сегодня ему 52 года или 53 года. Они, все, они живут в Казахстане, и ведь невозможно же уследить, что твои родственники, кто где что купил. И зачем это делать? Так а что сейчас происходит вот с этой собственностью в Кыргызстане? Они же, видите, что сделали. Это не национализация, это рейдерство. Что такое национализация? Когда государство отнимает у кого-то, вернее, забирает у кого-то его собственность, компенсирует ему эту стоимость, и говорит, это теперь государственное. Вот это я понимаю национализацией. А то, что они сделали, разбомбили эти 2 домика, 2 небольших дома. 2 домика было. Не, я говорю, то, что вот на виду, то, что на виду было. Вот. А я же говорю, а вы имеете в виду какие-то капиталы, что ли? Нету. У меня этих капиталов нет. Другое дело, да, все, говорят, вот у него сын, Максим, вокруг него все, что он занимался бизнесом. Да, он был бизнесменом. Но я вам хочу сказать, что какими активами он владел, я даже как отец не знаю. Поэтому, наверное, он не зря поехал в Лондон. И как юрист, если он что-то незаконно присвоил, незаконно где-то обогатился, Кыргызский суд может обратиться туда и сказать, у вас живет такой-то, такой-то, вот он незаконно обогатился, вывез какие-то капиталы, как они говорили, миллиарды, миллионы долларов вывезли из страны, и вот теперь они живут там, припеваючи. Почему они не обращаются в Высокий суд Лондона, не докажут свою правоту? Ведь я же в книге об этом писал, и, кстати говоря, здесь, когда было, по-моему, 2 года назад, когда книгу презентовал, я там до этого
в апреле, по-моему, 2010 или в мае, я давал пресс-конференцию здесь и говорил, на 7 апреля, на каких банках сколько было валюты и в национальной валюте, и в долларах, какие деньги были. Все деньги были в Кыргызстане. Все деньги были в Кыргызстане, и российский кредит, и все. Другое дело, после 7 апреля, куда они исчезли, это надо у них спросить. А вот если вот вы говорите дома, что сейчас с этими домами вашими происходит? Там живут какие-то то ли инвалиды, то ли бомжи, я не знаю. Потому что вот была история с Оскаром Акаевым, его библиотеку в свое время тоже. Да, там его библиотеку... Тоже бомжи вроде бы в ней жили. Ну, сначала было, бомжи какие-то там жили, потом местные органы власти, мэрия в частности, ее забрали и сделали там под офис, что-то строили там и так далее, и так далее. Вот такие вещи. А ведь то, что в 2010 году, когда захватили все эти дела, они же дошли до чего? Извините, они в домах одежду забрали, ну даже белье, ну майки, рубашки, ну носите, мне не жалко, пускай что носят. с того, что очень вам дорого там осталось? Альбомы. Они даже фотоальбомы не вернули нам. Мы выходили к ним, слушайте, на управ делами, ну верните, ну ладно, одежду вы растащили. Там, все, что было дома, растащили. Ну, хоть альбомы верните. Зачем вам эти альбомы семейные? Не вернули. Видите ли, опасность представляет это для нас, или для них, если мы их заберем. Даже фотоальбомы, семейные альбомы не вернули. Осенью в ноябре в Кыргызстане пройдут президентские выборы. Несколько дней назад президент Кыргызстана заявил о том, что больше революции в Кыргызстане не будет. А кого бы вы хотели видеть президентом Кыргызстана теперь? И вот я хотела бы также вас попросить прокомментировать это очень громкое задержание Амурбека Текебаева, которое сейчас произошло, а также вот в некоторых СМИ писали, что, возможно, вы с ним встречались на Кипре. Ну, так я бы понимаю, что вы из Беларуси не выезжали или могли выезжать? В прошлом году я не выезжал. И в этом году пока не выезжал за пределы Беларуси, это во-первых. И с Текебаевым у нас никакой встречи не было. Это абсолютно, ну это можно проверить. Любое мое перемещение, власти Беларуси знают об этом. А какого президента? Ну, наверное, я бы хотел видеть, как и все нормальные граждане Кыргызстана, президента, который был бы максимально полезен для своей страны и полезен для своего народа. Работать для своего народа. Вот такого президента. Что касается Текебаева, вы понимаете, я не знаю. Мне кажется, это тут, как говорится, у русских говорят, есть такая фраза, дело ясное, что дело темное. Мне кажется, это дело темное какое-то. Есть там политика? Конечно. Ну, 7 лет прошло почти, или 6 лет прошло. Чего он молчал? Во-первых, я не могу сказать, вот этот товарищ давал деньги, не давал. Кто это может? Он говорит, давал. Текебаев говорит, не давал. Но это ладно. Но сам факт задержания его обвиняют по статье мошенничества. А задерживают его как рецидивиста, как опасного преступника. Ночью в аэропорту. Он же никуда не бежал. Он приезжал, возвращался в страну. Ну, слушай, депутат, тем более, лидер фракции. Ну, вызовите его повесткой в прокуратуру и допросите его. Нет, надо было задержать. Ну, это ж какие-то политические шоу делают, я не знаю. А в том, что кто-то брал, кто-то давал, это только... Сейчас президентские выборы, у вас есть симпатии к какому-то из кандидатов, кого бы хотели? Вот более персональный, может быть, ответ вы могли бы дать. Если я вам назову какую-то фамилию, все, скажет, вот Бакиев поддерживает вот этого, ура! И пошло-поехало, могу причинить вред вместо пользы. Не хотел бы я озвучивать. Там есть достойные люди, есть. Как в любой нормальной стране, всегда есть достойные люди, достойные кандидаты есть. Но там, видите ли, система вот эта, там очень много группировок, насколько я знаю. Я же там не живу, но так из СМИ, из интернета, насколько я знаю. Очень много различных группировок, очень много различных течений. И потом там, ну, каждый видит себя президентом. Особенно после смены 2010 года. Если до этого как-то эта должность считалась, ну, более-менее такой. Акаев 15 лет работал. Я пришел, 5 лет работал, пришел не случайно, не с неба свалился, а начиная от рабочего и все ступени прошел
до президентства, то после нас, ну, посмотрите, правительство меняется за 6 лет, 8 раз, по-моему, или 9 раз сменилось правительство Кыргызстана. Как перчатки меняют премьер-министров. О чем это говорит? Нет стабильности во власти. Как можно ждать экономического какого-то роста, развития, если я так слышал, что среди премьер-министров СНГ так шутки ходят. Не успеем познакомиться на одном каком-то форуме с одним премьер-министром, на другом уже другой приходит. Но если за 6 лет 8 раз поменяли, то что говорить? Иногда бывает, что и по 20 лет вот ничего не меняется. А в Кыргызстане, в регионе, это единственная страна, где меняются... А что хорошего? Я ничего хорошего не вижу. Господин президент, вот вы говорили, что сожалеете о том, что не было фактически контрразведки у вас нормально. Я хотела вас спросить про военные базы на территории Кыргызстана и вообще про военные базы. Вот какие преимущества и какие опасности несут российские авиабазы, как вы считаете, на территории Кыргызстана? Но Беларусь тоже имеет российские базы. На территории Кыргызстана и во времена Акаева и при мне было 2 базы. База американцев, Да, Манас. Сожалеете ли вы о том, да. что сейчас ее там нет? И база российская. Вы понимаете о том, что американская база закрыта, здесь она нужна была не Америке, она нужна была больше Кыргызстану. Объясню почему. Когда находилась база США в Кыргызстане, там были и минусы, были и плюсы. Но вот минусов было, минусов было меньше, было больше плюсов. Проблемы какие были? Проблемы были в том, что военнослужащие США имели дипломатический статус. То есть у них был иммунитет. Если они совершали какие-то противоправные действия, их нельзя было привлечь к ответственности. С этим мы с 2007 года говорили, наконец. Короче говоря, кроме президента и госсекретарь, и сенаторы, со всеми я этот вопрос ставил. И мы в 2009 этот вопрос решили. То есть дипломатический статус у них убрали. Как база она перестала называться Центр транзитных перевозок. Ведь понимаете, когда талибы укрепились в Афганистане, они ведь пошли на Центральную Азию. И в 1999 году, когда пошли в Кыргызстан, в этих спецоперациях принимали участие мой старший сын, который занимался тогда в службе национальной безопасности подразделения «Альфа», мой брат Джаныш, который был замначальником УВД Орской области, он со спецназом тоже был там. Кстати говоря, оба имеют награды. Джаныш Бакиев был награжден почетной грамотой президента Акаева. Марат получил медаль со своей службы за то, что они принимали участие в боевых действиях там. Кыргызстан больше потерял, чем приобрел от того, что база ушла. Ведь когда американцы начали действовать в Афганистане и поставили базу, вылазки талибов прекратились в Центральную Азию. Они больше туда не идут. А что касается российской базы, ну, Россия, Кыргызстан, члены ОДКБ, члены ШОС. И тут российская база выполняет свои функции в рамках вот этих обязательств. А были ли вы удобным президентом для России? Я был неудобный не только для России, я был немножко неудобный и, может быть, где-то соседям. Почему? Но мы всегда ладили. Мы всегда ладили. Потому что я не любил заискивать. Я не подобострастный человек. Мне еще моя покойная мама говорила давно, когда я из Куйбышева переехал. Я же долго в России жил. 11 лет Россия, 2 года Украина, 13 лет. То есть я уехал юношей, вернулся уже мужчиной. Она мне говорила: сынок, ты не будешь никогда большим начальником, потому что ты не умеешь прогибаться. Это мамины слова. Я думал, почему я должен прогибаться, чтобы большим начальником? Я открыто говорил, пусть земля будет пухом, с Исламом Абдуганичем Каримовым. Он это ценил. У нас с ним были прекрасные отношения. Я им открыто говорил, что я думаю по разным вопросам. Я открыто обсуждал эти вопросы с Назарбаевым. Я открыто говорил эти вопросы и Путину, и Медведеву. То есть я никогда... Да, Кыргызстан маленькая страна по сравнению с ними. Но я никогда не вел себя подобострастно и никогда не заискивал ни перед одним из них. Я с уважением относился ко всем. И они ко мне с таким же уважением относились. Это я чувствовал. Скажите, пожалуйста, вы упомянули уже про вашего брата. А он тоже находится в Беларуси. Чем он занят сейчас? Ну, он то здесь,
то в других местах. Он много перемещается. В Беларуси или может выезжать? Да, да. А вы говорили, что вот год назад вы не выезжали из Беларуси, 2 года назад не выезжали, а вот за все эти 7 лет вы находились только в Беларуси или все-таки удавалось? Вам еще надо рассказать, где я бывал, на каких курортах, где отдыхал, что ли? Это опять сейчас начну. Не Но будем. если это связано с вопросами безопасности, можете не отвечать. Конечно, это не надо. Да, я выезжал. А чувствуете себя в безопасности в Беларуси? Абсолютно. Не только я, и все, кто приезжает в Беларусь, они все это говорят. Беларусь, во-первых, чисто, аккуратно, спокойно. Это чувствуется во всем. Маленький даже эпизод. Я иногда, когда по Минску езжу, ребятам говорю... А сами за рулем ездите? Нет, у меня водитель. Я говорю, слушай, говорю, ну пешеходы в Беларуси, говорю, избалованные. Вот он вступил на пешеходную дорожку, он даже не смотрит ни влево, ни вправо, смело, спокойно идет. В других странах СНГ я бы не советовал этого делать. Абсолютно уверены, что их не собьют. Абсолютно. Потому что закон работает в Беларуси, понимаете? Это очень хорошо. Люди относятся уважительно к закону. Они знают, что вот это нельзя делать. Если, например, в субботу-воскресенье, когда ремонт делают квартир, нельзя ремонтировать, чтобы соседей их не беспокоить, так это соблюдается. Если после 8 вечера говорят, сосед стучит, там ремонтом занимается, тут же приходит участковый, я знаю, говорит, ты что нарушаешь? То есть не заставишь. Люди уважают закон, соблюдают его, поэтому и порядок. Вы говорили про то, что ваши дети и белорусский язык хорошо знают. А вы сами разумеете белорусскую мову? Ці читаете, ці слухаете телебачення по-белорусски, коли бывает? Белорусскую мову я разумею 80%. Я очень люблю, по воскресеньям передают на песни, народные песни белорусы, белорусские народные песни, именно на белорусском языке. Вы знаете, я пришел к выводу, что я не пою, ну, иногда там для себя могу, но белорусский язык очень певучий, красивый язык. Я удивляюсь, почему мало говорят в Минске на белорусском. Я когда выезжаю за пределы, я часто слышу, я прекрасно понимаю, мне не надо переводить. Вот. Ну, говорить, конечно, я не пытаюсь. А понимаю все и люблю слушать новости. А дети, может, говорят? Дети у меня 9-10, если на белорусском языке. 9, 10. Моя дочь, вот, о которой я говорил, что по английскому 2-е место в Беларуси заняла на Олимпиаде. Так, 4-й, после 4-го в 5-й, старший, когда заходит, год учила белорусский язык, белорусский год, диктант написала на 10. Так родители ее, с кем она училась, не поверили, говорят, как это так, вот кыргызский год учит, у нее 10, дайте нам ее работу, покажите. Посмотрели и успокоились. Способность у моих детей к языкам. Может, помните, какие книжки белорусские у ваших детей дома стоят? Ну, книги Якуба Колоса там я видел у Лейлы. Она очень много читает, и английским, и на белорусском. Младший пока нет, но старший, да. Вот в вашей книге была фотография, которую очень много средств массовой информации перепечатали, когда вы на одном из саммитов СНГ, все президенты были в вышиванках таких ходили, да? У вас, может, вышиванка есть? Есть. Белорусская? Да, есть. Мы тогда, кстати говоря, это было здесь, да, саммит был глав государств. Мы тогда, я, как президент Кыргызстана, и президент Таджикистана, вдвоем с Эмомали Рахмоном, мы одели и штаны, и рубаху, и подпоясались. А остальные главы государств все были в штанах, в своих брюках, а сверху была у них вышиванка. Вышиванка такая, ну, как обычно. Здесь, да, здесь такой узор с так поясом. Это у вас та сохранилась или новую? Нет, другая. Мне подарили здесь. Подарили здесь, да? И одеваете иногда? Пока нет, но вот недавно подарили. Недавно, я думаю, летом. Но она великовата, что-то неудачно. Ну, одену, конечно, летом она дышит хорошо. Почему нет? По саду походить. В Беларуси сейчас был конфликт, связанный с урочищем Куропаты, местом, где расстреливали во времена с 1937 по 1941 год. Этот конфликт вот широко сейчас освещается. Я не знаю, насколько вы глубоко знаете сущность этого конфликта, но я хотела бы узнать, как происходит увековечивание памяти жертв сталинских репрессий в Кыргызстане. Происходит это на государственном уровне.
Вот, или это вот такой вот, как в Беларуси, это больше народный мемориал, куда просто приходят В люди? Кыргызстане есть место, это называется Атабеит, где как раз захоронено, было произведено перезахоронение всех, значит, тех, кто был репрессирован в те годы. Вот. Это было на уровне государства. И вы там были? Да, я сам там был. И, кстати говоря, когда мы хоронили Чингис Тойракулыча Айтматова, он был похоронен именно тоже там. Там его отец был похоронен, он похоронен. Я как президент принимал участие в его похоронах. Это великий писатель, великий человек. Не только Кыргызстана, я считаю, всего Советского Союза он прославил своими произведениями. Вот. Поэтому я считаю, что эту память, понимаете, она нужна сегодняшним людям. Она молодежи нужна. Ведь все сравнение познается. Надо помнить и знать, что было, в каких условиях жили наши деды, отцы, в каких условиях сегодня они живут, что было тогда, что сейчас. Это огромная разница. И я думаю, это нужно не столько старикам, хотя им это, наверное, приятно видеть, но это больше нужно молодежи, мне кажется. И надо это дело сохранять в памяти и преподавать в учебных заведениях, чтобы люди помнили, знали об этом. В Кыргызстане детям, студентам это часть истории Кыргызстана, вот эта часть... Я сейчас не знаю, какая программа, ну, за эти годы наверняка поменял. Время. А в то время было, это было, преподавание было, и отмечались эти даты, отмечались. Урочище Куропаты в Минске слышали? Я слышал, я проезжал, мне показывали, я бывал, ну, так смотрел, интересовался, что это за место, как. Мне объясняли. Ну, больше я не могу сказать ничего. Вам сейчас 67 лет, это хороший возраст для политики. Да, я не чувствую, что мне 67. Это хороший возраст для политика. Я хотела спросить вас, вот есть ли у вас сейчас политические амбиции? Вот ваша книга, я ее, к сожалению, читала пока только в интернете, но надеюсь получить, все-таки иметь ее на руках в своей библиотеке. А ваша книга называется «Боль, любовь и надежда. Мой Кыргызстан». И вот мне кажется, что там такое ключевое слово «надежда». Вот на завершение нашего интервью. Есть у вас политические амбиции? И самое главное, хотела спросить, как вы считаете, вы вернетесь еще на родину? При каких условиях вы можете вернуться на родину? Эта книга не зря называется «Боль, любовь и надежда». Вы правы, человек живет надеждой. Но ключевое слово я бы здесь добавил «любовь и надежда». Моя самая большая любовь – это Кыргызстан. Что касается моих амбиций, если вы имеете в виду, что прийти во власть, в политику, нет, у меня таких амбиций нет, и не хочу. И у меня мыслей даже нет о возвращении в большую политику. Но я мог бы внести свой какой-то посильный вклад в развитие Кыргызстана. Я об этом думаю, мог бы. Хоть я и покинул Кыргызстан, но душой и сердцем я его не покидал. Чтобы говорить о моем возвращении туда, это может быть только произойти тогда, когда Кыргызстан перейдет в честное правовое поле. Если я буду уверен, что будет справедливый суд, я бы приехал и ответил бы на все вопросы. Я бы доказал полную свою невиновность по всем уголовным делам, которые на меня там понавешали. О каком можно говорить сегодня правовой поле Кыргызстана, если глава государства сегодня говорит, надо внести изменения в Конституцию, чтобы не признавать решение Комитета ООН по правам человека, вот, чтобы не признавать их решения, надо внести изменения в Конституцию из-за того, что 2-3 человека там судятся. Это что такое? Этим самым глава государства дает отмашку судам, прокурорам, следователям. Ребята, делайте, что хотите. То есть он сам открывает дорогу беззаконию. Этого нельзя делать. Поэтому я считаю, что это большая ошибка. И мы сейчас готовим документы именно в Комитет по правам человека. Вот. Я думаю, скоро услышите, наверное, подадим туда всех, кто был вот так вот заочно осужден, как я, мои братья, дети, без всякого суда, без всякого следствия, никому ни одного вопроса не задают и заочно судят. Ну, так можно, извините. О каком правосудии можно говорить?
И все-таки еще один вопрос я вам хотела задать. Как вы считаете, что сейчас угрожает и угрожает ли независимости Кыргызстана и независимости Беларуси? И если такая угроза есть, с какой стороны она может прийти? Вы знаете, эта угроза есть не только Кыргызстану и Беларуси. Эта угроза существует для всех малых государств. Для всех. Большие игроки хотят влиять на малые страны. И делают это они в угоду своих интересов, но не на благо этих малых государств. Поэтому эта угроза есть. Большой игрок, его же, наверное, назвать можно. А он не один, их много. Их много. Те же, у нас 3 государства, таких, кто имеет ядерную дубинку, все об этом знают. Китай, Россия, Соединенные Штаты. Ну и другие уже страны имеют ядерное оружие и так далее, и так далее. Кто-то активно вмешивается, кто-то пассивно, кто-то экономически, кто-то военно. Ну, что вам рассказывать? Вы же профессионалы своего дела, вы прекрасно знаете, о чем идет речь. Вот. Поэтому еще, по-моему, Уильям Шекспир говорил, что рыбы в море поступают так же, как и люди на земле. Большие поедают малых. С тех пор в человеческой натуре ничего не изменилось. Меняются технологии, меняются подходы, а принципы остались. Сильные мира все равно влияют и будут влиять. Что для маленьких государств, таких как Кыргызстан, как Беларусь, что они могут в этой ситуации сделать, чтобы сохранить эту независимость? Сохранить свою независимость очень непросто. Это очень сложная, кропотливая работа. Прежде всего, надо развивать экономику. Если экономика этой страны слабая, и она зависима, что бы ни было, ты будешь смотреть и думать. И он будет тебе говорить, ты делай вот это. Или давай заходи туда, входи сюда. Не будешь делать, значит, будешь страдать. А раз ты не будешь выполнять, будет страдать твой народ. Поэтому руководителям малых государств очень непросто сегодня в этом мире. Поэтому не зря создаются все эти объединения, такие как Евросоюз и так далее, чтобы как-то хоть обезопасить влияние больших игроков на малые государства. Поэтому им очень непросто. Очень непросто. Господин президент, спасибо вам большое за интервью. Вам спасибо, что дали возможность мне тоже немного выговориться. Давно не общался с вашими коллегами. Спасибо.